өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында Өскемен қаласында 2025 жылдың алғашқы 6 айында абаттандыру бойынша атқарылған жұмыстар туралы баспасөз мәслихатын қозғайтын боламыз. Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем нашу пресс-конференцию на тему о проделанной работе по благоустройству города Өскеменогорск за 6 месяцев текущего года. Спикеріміз таныстырып өтейін. Өскемен қаласы әкімінің орынбасары Маулетханов Абзал Асқарұлы. Абзал Асқарұлы, қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізден. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Құрметті баспасөз конференциясының қатысушылары, 2025 жылдың алғашқы 6 айында Өскемен қаласында абаттандыру және жолдар жөндеу атқарылған жұмыстар туралы баяндауға рұқсат етіңіз. Ең бірінші аулаларды абаттандырудан бастайық. Биылғы жылда бұл жұмысқа 1 миллиард 138 миллион қаражат бөлінді. Осы қаражаттың аясында 40 участок абаттандырылды. Оның ішінде халық қатысатын бюджет бағдарламасы бойынша кешенді абаттандыру 16 аула. Оның ішінде оны халық қатысатын бюджет бойынша балалар алаңдарын орнату 16 жиынтық, спорт алаңдары бойынша 9 алаң. Қазіргі уақытта 40 учаскінің 37-сінде жұмыстар жүргізілуде. 17 жиынтық МАФ орнатылды, алаңдардың бетон негіздері дайындалды, 3000 шаршы метр брусчатка төселді, жалпы ауданы 5000 шаршы метр болатын 8 футбол алаңының негізі дайындалуда. Давайте дальше пройдем по благоустройству общественных пространств. Как вы уже знаете, сделали подсветку фасадов домов проспекта Победы и Сатпаева. В данный момент эти работы завершены, вы это можете видеть каждый день. Также проводятся работы по благоустройству сквера в районе филармонии. Там идет, получается, замена полностью покрытия в брусчатку, уложено 2900 квадратных метров, и изготовление идет сухого фонтана. Также есть территория по улице Казахстан, это территория напротив Микена. Все знаете, что это очень такое людное место, и мы, получается, приняли решение благоустроить это по согласованию с Акимом области, по предложению Акима области. Данный участок будут установлены зоны отдыха, будут обустроены тротуары, будут установлены перголы для людей, получается, которые там проходят, они могут остановиться, отдохнуть. Одан басқа Қазақстан ертіс жағалауы және көпір астындағы кеңістікті абаттандыру. Оның астында баскетбол алаңы орнатылады және скейт тебетін алаң болады. Бүгінгі күнде о жерде мурал салуға дайындық жүргізілуде, сондай-ақ 3 теннис үстелі, МАФ тобы, скейт алаңы, орындықтар орнатылады. Есть еще участок у нас, так называемый Чичек, очень излюбленное место горожан для зимнего отдыха, для летнего отдыха. В этом году проводится там благоустройство, а именно установка 2 парковочных зон с обеих сторон и установка мангальной зоны, установка навесов для отдыха, лавочек. И планируем эти работы все завершить до конца этого месяца, возможно, где-то до 10 августа. Средний ремонт дорог. Общая протяженность дорог в городе Өскеменогорск составляет порядка 800 километров. И из них асфальтировано только 400 километров, которые имеют асфальтовое покрытие. На сегодняшний день работа по среднему ремонту запланирована на 35 участках, или 21 километр на сумму 3,8 миллиарда тенге. Из 34 участков из 35 участков работы завершены на 23 участках, то есть это 67% от общего объема. На завершающей стадии сейчас работа на 3 участках, на 8 работы начнутся в течение недели. В принципе, эти работы мы ежегодно проводим, ежегодно мы примерно такой же объем работ выполняем. В планах есть увеличение данного объема работ на следующий год. То есть основной упор сделать на дороги, на межквартальные проезды, на дворовые проезды. Также ежегодно проводится гравийный ремонт дорог. В этом году у нас 46 километров, общая площадь 270 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день выполнено 63%, то есть 29 километров. Дальше у нас есть устройство тротуарной части. Это новые тротуары, это в основном по просьбе, по заявкам жителей, там, где они просят. Эти все заявки были отработаны, и
В этом году будет 14 400 квадратных метров или 9,6 километров тротуарной части. На сегодняшний день 25% выполнен, то есть 2,4 километра. Также ежегодная наша работа – это ямочный ремонт дорожного полотна. По доведенным лимитам будет выполнен. Общая площадь 42 100 квадратных метров. На сегодняшний день 32 тысячи квадратных метров уже выполнено. Это 76% от общего объема. По итогам программы «Бюджет народного участия» в 2025 году на 7 участках будет выполнена работа по обустройству уличного освещения. На этих участках, наверное, подробно останавливаться не будем. Но на сегодняшний день работы где-то выполнены уже на 100%, где-то ведутся работы. По итогам отчетных встреч будет выполнено обустройство уличного освещения дополнительно на 30 участках. Тоже список улиц, если вам при необходимости, мы вам дадим. Также есть у нас поручения депутатов. По ним также 3 участка у нас есть. Это вдоль автовокзала, освещение тротуарной части, набережная Коммунальник, вдоль арматурного завода. И также будет обустроено в этом году подходы к школам. Ежегодно мы эту работу тоже проводим. И в этом году у нас будет подходы к школам номер 9, 43, 4 школа, 12 школа, 14 школа, 3 школа. То есть это подходы к школам с разных сторон. Давайте, наверное, может, перейдем уже к вопросам, да? Абзал Аскарович, благодарим за предоставленную информацию. Коллеги, переходим к сессии вопросов. Напомню о регламенте. Один журналист может задать до 2 вопросов. Әріптестер, баспасөз мәслихатымыздың екінші кезеңіне көшеміз. Сұрақтарыңыз болса, мархабат. Галина? Так, вот хотела задать вопрос по замене брусчатки на тротуарах. Вот по улице Нурмагомедова в этом году была произведена замена, еще производится. Хотелось бы узнать, кто-то контролирует эту работу, нет? Потому что вот в районе Арбата, например, там, где остановка, было лучше, чем стало. Потому что брусчатка торчит, и где-то взрослые люди могут не заметить, споткнуться. Там такие зазоры нормальные, хорошие. То есть вот контролирует ли кто-то и будет ли это устранять? Это первый вопрос. И так, второй вопрос по БНУ. Может быть, уже отслеживали, там ЖКХ отдел был отмечен. Пока понимаю, делают сейчас двор, и в процессе после того, как прошли дожди, там стала вода. Ну, понятно, что двор еще делается. Будет ли это все устраняться так, чтобы вода там не скапала, потому что дети будут гулять после дождей, соответственно, там неделю будет вода стоит. Ну, два таких вопроса. Могу ответить, да? Да, конечно. Смотрите, по тротуарной части работы сейчас на данный момент еще не завершены, они идут. У нас есть, получается, к подрядчику определенные на участках претензии уже в качестве, в вопросах качества, да, где они должны это устранить. То есть я вас уверяю в любом случае, что эта работа находится под контролем, и работа будет принята только после того, как они устранят все замечания на всем участке, где производится работа. А по дворовым, да, у нас вот во дворах отсутствует ливневка. И во многих дворах у нас возникает эта проблема, не только на Хамбай-Батыра. Здесь в некоторых дворах мы, да, делаем разуклонку, воду уводим на центральную улицу, где есть ближайшая ливневая канализация. Там, где нет такой возможности, мы устанавливаем на месте дренажный колодец. Это уже каждый двор, то есть индивидуально отрабатывается уже сотрудниками отдела ЖКХ. Спасибо. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Да, Катерина. Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Один, наверное, прошлогодней зоне отдыха, новая набережная. Обещали, что в мае еще будут поставлены туалеты. Как сейчас идет работа, потому что это очень важный вопрос. Люди постоянно обращаются, пока ответа нет. И второе, прогулочная зона по комендантке. Одна часть была благоустроена в прошлом году, вторая часть, ну, конкретно там детская площадка и зона отдыха, она уже давно нуждается в благоустройстве. Будет ли продолжена работа в этом году? Ну и касаясь сразу комендантки, что по мосту? Есть ли уже ПСД и когда начнется работа? Так, давайте, наверное, по вопросу туалета на Новой набережной, да. Там у нас есть
получается, договоренность с подрядчиком, что он установит этот туалет. И думаю, до 1 августа мы его там поставим. Что касается комендантки, да, правильно отметили, в прошлом году половину мы сделали. В этом году у нас есть уже сметная документация, но все будет зависеть от бюджетных средств. В случае, если выделят, мы в этом году его сделаем. Если нет, то эта работа перейдет на следующий год. По мосту ПСД еще не разработано, оно в разработке. И буквально, наверное, в следующем месяце мы зайдем в госэкспертизу. И по итогам госэкспертизы уже будут понятны сроки и сумма. Коллеги, еще вопрос? Елена, какие сайты по-русски язык? Хотелось бы узнать, когда будет завершен проезд Иртышским мостом и обустройство скейт-зоны. Также хотелось бы узнать, какие работы уже провелись или ведутся на горячий чек, где планировали сделать тоже зону отдыха, и какие работы уже проводились или уже завершились по устройству парковой зоны от Иртышского моста до площади Республики. Спасибо. Так, первое, да, гора Чечек, ну так называемое излюбленное место наших горожан. Там на данный момент работы ведутся. Там было у нас обустройство, как я ранее уже сказал, 2 парковочных зон, зон отдыха, мангальной зоны. Мы планируем там работу завершить к 1 августа. Что касается подмостового пространства, где также у нас будет обустройство спортивной зоны, его также мы планируем закончить ориентировочно к 1 августа, ну плюс-минус там 10 дней возможно. Подмостовой проезд, да, который у нас еще до сих пор не завершен, в этом году мы планируем до конца года его тоже завершить. Что касается благоустройства от Иртышского моста в сторону площади Республики, я тоже ранее уже этот момент отметил, там получается будут зоны отдыха, лавочки, новые тротуары, это все будет брусчатки, то есть в хорошем красивом стиле. Ранее мы показывали эскиз, у нас имеется эскиз, если есть необходимость, мы вам можем его также передать. Там мы также ориентируемся на 1 августа, но берем запас, ну, плюс-минус 10 дней, к 10 августа, я думаю, завершим. Благодарим. Еще вопросы? Осымен біздің баспасөз мәслихатымыз. Да? Да. Вопросы два по благоустройству. Во-первых, площадка и игровая зона отдыха в районе нефтебазы рядом с проезжей частью находится, к сожалению, уже не в очень хорошем состоянии. Там заржавели конструкции, некоторые просто повреждены. Планируется ли восстанавливать эту зону? И есть ли вообще какой-то учет, ведется ли какой-то учет вот таких зон, есть ли какой-то график по их восстановлению? Один вопрос у вас, да? Да, один, ну давайте сразу задам второй, потому что он по этой же теме. Сквер, где лягушка в районе Можзавода. Там несколько месяцев назад жители пожаловались на состояние качели, они были сломаны. Качели сняли и не вернули. Есть ли какие-то сроки, на которые люди могут ориентироваться в плане ремонта каких-то мелких, небольших элементов благоустройства? Как скоро их должны починить и вернуть на место? Спасибо. Смотрите, по скверу, давайте начнем по свежему скверу, да, в районе Можзавода. Он был выполнен буквально в прошлом году. Там есть гарантийные обязательства подрядчика, но есть гарантийные обязательства под тем моментом, когда поломка случается по вине подрядчика из-за там ненадлежащего качества, да, а есть моменты, когда, извините, что наши жители занимаются буквально вандализмом. Ну, это надо признать, это у нас есть. Как только мы какую-то площадку новую устанавливаем, буквально в течение года, наверное, многие элементы приходят в негодность из-за того, что люди, я не знаю, для чего они это делают, они просто ломают это все, относятся очень к этому небережно, так скажем. И в данном случае вот качели это вот одна из таких ситуаций. Но их сняли, сейчас там более прочные цепи поставят, я думаю, ну в течение недели, возможно, да, где-то так мы их вернем на место. Что касается сквера в районе электротоваров, да, там тоже мы можем воочию видеть, да, весь вандализм нашего населения. Там, я там прогуливался, я там смотрел, именно вот, допустим, где пергола, да, где оно само по себе не может прийти в такое состояние, это его, несомненно, его сломали.
Но у нас сметная документация также по восстановлению данного сквера есть. В прошлом году мы там восстанавливали освещение, в этом году мы планировали восстановить благоустройство, но в связи с тем, что у нас ограниченный бюджет, очень много таких общественных пространств в городе, которые сделаны были в течение последних 10 лет, да, они все требуют уже какого-то текущего ремонта. И поэтому у нас есть список, да, этот список ЖКХ может вам предоставить, в принципе, что мы планируем, в какой очередности восстанавливать какие-либо общественные пространства. Благодарим. Әріптестер, осымен баспасөз мәслихатымыз өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Благодарим за внимание. Всего доброго.